Машдуалса Хамсернокус. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Сегодня у меня снова заказ. Вернее, не сегодня, а на завтра будем готовить заказ. И решила снова подключиться. Не знаю, как я вам надоела с заказами или нет. Короче, у меня на заказ баранья нога. Вот такая вот, по-моему, видно. И сейчас мы ее будем готовить к завтрашнему заказу. Так, здесь пока нужно убрать лишний жир. Это вот все, что висит, здесь не нужно. Что делается? Запись идет. 3, 2, 1. У меня еще индейка завтра на заказ. И индейку подготовим. Ну, с индейкой ничего не надо, просто осмолить и разделать. И индейку нужно в вареном виде, домашняя индейка. Так, ну вот, теперь мы подготовили. Все лишнее я убрала. Лимфоузел тоже отсюда убран. Эту часть еще немножко уберу. Так, теперь сделаем вот такие вот надрезики. И нашпигуем чесноком и солью. Так. Можно и жир тоже немножко положить, чтобы было сочнее. Так. Тут у меня Аишка капризничает. Так, ну, чеснок я, наверное, вот так вот разрежу, чтобы он лучше отдал свой аромат. Теперь в каждую эту дырочку мы будем засыпать соль. Так, решила я сюда засыпать адыгейскую соль. Вот так вот. Ты, Аиша, Аиша, не мешай мне, пожалуйста. Аишка. Так, друзья,
теперь я приготовлю намазку на эту ножку. Значит, столовая ложка соли. Уже обычной соли. Так. Три-четыре столовые ложки соевого соуса. Так. Горчицы. Две чайные ложечки. У меня тут горчица, правда, такая с перчиком какая-то. Адская. Но она мне по вкусу не очень-то нравится. Ну, когда вот с чем-то ее есть, а так ничего. Так, теперь ну, любую специю, универсальную, для мяса, для шашлыка, что у вас есть. Тоже одну чайную ложечку добавим. У меня она тут универсальная такая. Мне как-то присылала Лали. Еще осталось. Все, теперь все это перемешать. Наверное, сразу положу фольгу, чтобы это все на стол не капало. Не пачкала, вернее. Так. Мишка, что ты делаешь? Угу. Так, друзья, я решила все-таки не в фольгу, а в пленку пока завернуть, пока маринуется. А фольгу уже завтра перед запеканием заверну. Теперь вот это все. Так, друзья, и я решила все-таки добавить сюда еще паприку. Мне не очень-то понравился этот. И приправа, мне кажется, все-таки не очень острая. Добавлю чуть-чуть красного жгучего перца. Вот теперь уже более нормальная. А то была слишком жидкая. Мне не нравилось это. И вот теперь завернем в пленку и до завтра оставим. И пусть маринуется. Не знаю, буду ли я вам завтра снимать дальше. Это уже посмотрим по ходу, как и что я буду
успевать. Ой, микрофон. Потому что иногда поступает незапланированный заказ. И уже тогда я не успеваю ничего снимать. Так. У нас снова холодно, друзья. Идет снег. Все. Теперь я займусь уже индейкой. Так, а теперь займемся вот такой вот домашней индейчикой. Вот такая вот индейка домашняя. Был акцент на том, чтобы она должна быть не бройлерная, а домашняя. А цена у них одна и та же. Вроде бы такая и небольшая, но не дешевая. Так, но ее хорошо почистили. Правда, нет никаких пеньков. Она сама чистит. Выращивает сама. У нее есть и в живом виде. Не знаю, в этом году не знаю, девочки, точно, но мне хочется немножко штук, хотя бы 10-15 купить себе. Вот думаю, индюшат купить или все-таки купить индеечки и индюка. Скорее всего, куплю индюшат, чтобы там не заморачиваться. Для уверенности куплю штук 20, а там сколько вырастет, я не знаю. Так, дядя наш пришел домой. С хлопьями, без хлопьев. Так, ну все. Сейчас я быстренько смолю. Так, индейку осмолили. Теперь ее разделаем. Индейку нужно приготовить, ну, по-ингушски. С ингушской подливой картофельной. С галушками, с бульоном. Ну что, мои дорогие, теперь это второй день. Сейчас я буду понемножечку подключаться. Сегодня у меня был заказ, но я не снимала, просто концовку. Поставлю вам эту концовку. Может впереди, может сзади. Не знаю точно. Короче, я пленку сняла, как видите. Сейчас я ее хорошенечко замотаю в фольгу. И будем выпекать. Заказ у меня должен быть готов только завтра утром. Но я сегодня захочу сделать и баранью ногу запечь. И у меня еще два рулета. Один куриный и один говяжий. Куриный рулет у меня есть в заморозке уже приготовленный. Я его поставлю, а из говядины буду еще делать. Поэтому подготовительные работы у меня идут. Поставила варить, у меня еще салаты с этим заказом. Поставила варить яйцо, поставила варить морковь, картошку. У меня оливье, у меня салат крабовый. И у меня еще салат, друзья, Тбилиси. То есть 3 вида салата по 2 килограмма. Баранья нога, печеночных 3, по-моему, тортика. Куриный рулет, я сказала, и говяжий рулет. Вот такой вот заказ у меня на завтра. Но, кроме этого, еще один у меня заказ завтра. Котлеты и печеночный тортик. Ну, это к 4 часам вечера. Это все нужно успеть сделать. Все. Теперь сюда я в противень налью 1-2 такие, ну где-то пол-литра воды налью и поставлю в духовку запекать. Точно не знаю, но часа 1,5-2 это однозначно. Так, друзья, у меня еще с заказом баклажаны, которые нужно тоже подготовить. Я их помыла, высушила. Теперь
теперь будем их готовить. На пласты вот такие вот разрежем каждый баклажан. Я забываю, что сейчас я записываю на iPhone сына. Микрофон не одела, потому что у него, по-моему, динамик хороший. Но, может быть, надо будет и одеть микрофон. Потому что я забываюсь и говорю тихо. Так, ну вот так вот я приготовлю все пока баклажаны. Так, ну вот, друзья, нарезала я. Теперь я их пересыплю солью. И они немножко у меня постоят. Пока я займусь тем временем, рулетом. Мясным рулетом. Бычий глаз. Вы его видели, как я делаю. Наверное, даже и не стоит его снимать, да? Ну, посмотрю я. Так. Все, соли хватит. Теперь они постоят минут 15-20 и соль впитают. И если даже они горькие, то и горечь вытечет. Все будет нормально. Все. Ришка мультики смотрит. Да, Иш? Что ты там смотришь? Мультики? Почему не разговариваешь? Скажи что-нибудь. Скажи всем привет. Ну скажи. Не хочешь? Ну ладно. Так, значит, у меня тут 800 грамм говяжьего фарша, 200 грамм куриного и одна такая средняя луковица. Чайная ложка соли. Сейчас перчик возьму. Так. Так. И немножко красного перца. Наконец-то купила я красный перец. И он такой жгучий, друзья. Вчера, не помню, во что-то добавляла. В морковку. Салат морковный. Был очень острый. Так. И одно яйцо добавлю я. Так, друзья, я в перчатках, потому что у меня на руках несколько ран, порезов. Поэтому одела перчатки. Небольшие ранки, но сами знаете, если раны, перчатки нужны. Мне очень сложно в них работать, но приходится. Никак я не доберусь до миксера, который мне подарили. Говорят, вот такое вот, чтобы не отбивать, миксером хорошо взбивать. Ну, не взбивать, а вот насадка там какая-то, да? Чтобы именно фарш размешивать. Ну, попробую как-нибудь, чтобы не надо было даже отбивать. Теперь я тщательно минут 5 буду отбивать его, друзья. Сейчас не буду на камеру. Ну, как вот отбивать вот так вот. Вот так и минут 5 вот так вот, чтобы хорошо одной такой консистенции получилось мясо и рулет не трескался при выпекании. Так, друзья, мясо я отбила. Теперь
будем готовить. Так, ну что, друзья, теперь дальше вареное яйцо. Я отрезала кончики, чтобы лучше они друг к другу становились. И вот так вот начнем закручивать. Так, друзья, у меня тут оставалось со вчерашнего немножко приготовленного намазки такой. Сейчас я сюда добавлю еще майонез. Эшка, сделай потише, пожалуйста. Вдруг нам еще монетизацию закроют. Тут просто паприка. Вот так вот закрутим. И все. Так, ну что, этот рулет у нас готов. Ой, помяла немножко. Все. И куриные у меня. Правда, куриные у меня из заморозки. Ну ничего. Тоже сюда налью водички. И пошел в духовку. Ну вот, а теперь я займусь баклажанами. Как вы видите, я переложила их на салфеточки, чтобы влага лишняя ушла. Вот так вот. Конечно, было бы лучше, если бы они были длинные, но, к сожалению, выбора не было. Я поехала и в наш магазин сельский, и в Магнит посмотрела. В Магните вообще не было баклажан. Это в нашем сельском магазине. Так, для этого теперь мне нужно приготовить вот так вот яичный кляр, наверное, можно сказать. Вот так вот хорошенечко перемешаю яйцо. Буду обмакивать в яйцо сухари и жарить. Сковородки я поставила. Сразу 2 сковороды, чтобы было быстрее. Так.
И вот потихонечку, пока в духовке у меня готовится все, потихонечку будет практически готов заказ, друзья. Ну, у меня еще и печеночные не блинчики, а оладушки даже. Не торт печеночный, ну, мы их называем шарлотками, не знаю, как правильно их назвать. Так, ну вот так вот. Вот так вот обмакивается сюда. Сухари. И в на раскаленное масло в сковороду. Так, друзья, вот такой вот заказ я выполнила. Без вас не успеваю. Навалилось на меня все. Так что просто быстренько, пока такси едет, хотя уже и такси приехало. Вот такой вот салат. Домашняя индейка с нашей ингушской подливой, бульончик, печеночный торт и грибы в духовке, шампиньоны. Так, по-моему, слишком быстро водила камерой. Ну, вот как-то так. Друзья, ну, снимать не стала, потому что у меня аврал, как я вам сказала. Наконец-то я все закончила вовремя. Вот такой вот я выполнила заказ. Это голубцы. Это печеночные шарлоточки, или как хотите называйте, печеночные оладушки. Дальше это оливье в 2 упаковках. Это вот такие вот рулетики из баклажан с начинкой из творожного сыра с чесночком, присыпанные орехом. Так, это салат тбилиси, это салат крабовый, куриный рулет, мясной рулет и вот такая вот баранья нога. И это все отправляется к заказчику. Вот так вот. Работа 2 дней. Эйшка, заказ мы сделали? Да? А вкусно у бабушки кушать? Вкусно? А что ты кушала? А? Тефтельку? Да. Так, друзья, это тот же день, где я отправляла большой заказ. Баранья нога, салаты, голубцы, что там у меня еще было, баклажаны. Вот тот же день. Вернее, ну да, тот же день. Это я тот заказ я отправила утром, а это сейчас 3 часа дня. Отправляется котлеты 20 штук и 3 печеночных тортика вот таких вот. Ну вот, как-то так. Пока. Так, ну вот так вот запаковала я свой заказ. Давай, дай мне пакет, Аишка, дай мне пакет. Вот, ага, давай. Умница. Бабушкина помощница. Да? Да, Аишка бабушкина помощница. Что ты там кушаешь? А ну покажи.